Этого момента ждали почти год. Таджикские студенты возвращаются на учебу в российские вузы. Все это время из-за пандемии они учились дистанционно. Таджикским студентам теперь не попасть на учебу в Россию. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Российская Федерация примет дополнительные меры для приезда иностранных студентов из закрытых стран. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Россия все же разрешит въезд иностранных студентов из закрытых из-за пандемии стран. Правительством принимаются дополнительные меры, чтобы иностранные студенты могли въехать даже из закрытых стран, но с мерами предосторожности. Об этом заявил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Сейчас принимаются правительством дополнительные меры, чтобы въезд для иностранцев был не только из тех стран, которые разрешили выезд, но и из любых других стран, даже закрытых. Если ребята могут приехать, наша страна будет принимать, осуществляя необходимые меры предосторожности, заявил Садовничий, выступая перед журналистами. Он также отметил, что студенты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, страны которых не считаются закрытыми, все же будут подвергнуты дополнительным проверкам и будут держаться на особом контроле. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее он сообщил, что студентов будут заселять в общежитие, независимо от того, откуда они приехали. Могут проводиться ПЦР-тесты. Дискриминацией назвала принудительную вакцинацию студентов для допуска к очной форме обучения руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Ведомство ранее посоветовало вузам перевести непривитых студентов на удаленку и проводить для них сессии раздельные с вакцинированными учащимися. Также, по его словам, российские вузы в целом готовы начать учебный год в очном формате, однако ряд массовых занятий можно будет перевести в онлайн-режим. Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что всем иностранным студентам, обучающимся в России, должна быть предоставлена возможность вакцинироваться от коронавируса. И многие студенты видят в этом только хорошее, ведь вакцинироваться они будут настоящей вакциной «Спутник В» во многих странах, особенно в Туркменистане. Под российской вакциной людям колят не пойми что. Как вы считаете, в Таджикистане настоящая сертифицированная вакцина, та, которая массово колят людям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.